Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала, в студии Арслан Мударисов, и сегодня в программе. Смерть из-за бумажки. Ответит ли российская полиция за гибель 5-месячного малыша из Таджикистана? Оставить степи и принудить к рабству. Казахстанская полиция по-своему разбирается с мигрантами. СНГ как аппендицит. Вроде не нужен, но и вырезать больно. Или как Ислам Каримов подвел итоги саммита Совета глав государств СНГ. Может ли СНГ спасти внешняя военная угроза? Что предполагает единая военная концепция, принятая президентами? А тем временем Туркмения еле сдерживает напор афганских боевиков на границе, но продолжает утверждать, что в Багдаде все спокойно. Начнем выпуск с истории, которая потрясла Таджикистан. В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге скончался 5-месячный младенец, отобранный у таджикской мигрантки. Случай произошел 13 октября. В тот день сотрудники УФМС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга из-за нарушения миграционного законодательства задержали супружескую пару из Таджикистана Далера Назарова и Зарину Юнусову и отвезли в первый отдел полиции. По приезду в участок без составления необходимых процессуальных документов пару поместили в камеру временного содержания, а их сына, 5-месячного Умара, который нуждался в постоянном уходе, отняли у мамы. Беспардонные сотрудники полиции при этом не сказали родителям, куда собираются отвезти младенца. После 5-часового разбирательства и вынесения постановления об административном выдворении супружескую пару отпустили. Сразу после выхода из участка мигранты пошли за своим сыном в указанный отдел полиции. Сотрудники отдела не сообщили родителям адрес местонахождения их сына, а через день после безуспешного поиска своего отпрыска утром 14 октября родителям позвонили и сообщили, что их сын скончался. Недоношенный родился. А вес хорошо набирал, все здорово, все нормально был. Хахакал, хихинул здесь. С него и все. Звонил и говорил, ребенок нет, умер. Гибель 5-месячного младенца получила широкий резонанс после того, как в минувшую пятницу несколько десятков граждан Таджикистана пикетировали консульство республики в Санкт-Петербурге. Новость подхватили местные СМИ, а потом и федеральные каналы, и только после этого посольство Таджикистана в Москве направило ноту в МИД России с просьбой содействовать проведению объективного расследования этого трагического случая. В ответной ноте российское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования родителям Умара Али Назарова и сообщило, что для выяснения всех обстоятельств случившегося были незамедлительно направлены соответствующие запросы в МВД, ФМС, Минздрав и Генпрокуратуру России. А сегодня уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов сообщил на официальной странице в Твиттере, что направил обращение в Генпрокуратуру и главе МВД России с просьбой провести тщательное расследование действий ФМС и полиции Санкт-Петербурга. Затем на этой же странице появилась запись о том, что ведется расследование гибели 5-месячного малыша из Таджикистана, ранее изъятого полицией Петербурга. В СМИ и ранее освещались подобные сценарии, однако такой фатальный исход, связанный со смертью младенца, пожалуй, выходит в первый раз. Да, в Москве произошел такой подобный случай, это где-то год-полтора назад было. Гражданки Республики Таджикистан решили ее выдворить из Российской Федерации на том основании, что документы не были в порядке. Через принудительное выдворение ее поместили ИВС, изолятор вне содержания, что по административным делам категорически это запрещено. Мы выехали вместе с ее родственниками на этот изолятор вне содержания. Начальник изолятора вне содержания сказал, что он всего лишь смотрит, за ней больше ничего, никаких полномочий не имеет. И на наш вопрос, что почему ее сюда поместили, а не другое, он сказал, что так как все спецприемники полные, вынуждены были ее сюда отправить. И так как потом мы известили, что у нее есть ребенок, он очень удивился, что он об этом не знал, и решение приговора суда, и в документах суда ничего об этом не написано. И после нашего обращения, многочисленных обращений посольства Республики Таджикистан, нас там принял человек по имени Парвиз, то ли там юрист, то ли кто. Мы с ним обсудили этот вопрос. К сожалению, со стороны посольства никакого помощи не дождались. Мы вынуждены были потом обратиться к адвокатам через правозащитников. Родственники давали деньги еще этим адвокатам, потому что так как юристы, ни один юрист туда не ходит в это изолятор времени содержания. И мы сделали все документы необходимые и отправили домой данную гражданку. А все суд оказалось в том, что так как она не успела оформить свидетельство о рождении, ну, как справка с роддома была, а вот свидетельство она не оформила, все суд было в этом. И как мы узнали, что некая гражданка, сотрудница полиции, несколько раз обратилась к ней, и приходил даже ИВС с просьбой, чтобы она отказалась от этого ребенка, чтобы она удочерила этого ребенка. И из-за этого долго она не могла
получить доступ к своему ребенку, и мы не могли долго ее отправить домой. Хочу сказать, что если в свое время было бы хотя бы обращение сотрудников Федеральной миграционной службы Санкт-Петербурга или сотрудников правоохранительных органов или другие государственные учреждения, может быть, такой ситуации в данный момент не произошло бы. Но, к сожалению, в свое время на это не обратили внимания, и мы сейчас имеем то, что имеем. Последствия уже видны. 5 граждан Таджикистана и 1 гражданин Узбекистана накануне были сняты с поезда Атираутской области Казахстана, когда пытались пересечь границу. Как нашей редакции сообщил один из задержанных, гражданин Таджикистана Ибрахим Касимов, всех их обвинили в подделке штампа о пересечении госграницы. Затем, по его словам, у всех отобрали паспорта и оставили на улице, где они находились сутки, и лишь затем нашли приют в местной мечети. Также начальник местной милиции увез задержанных к себе домой и склонял их к принудительному труду в течение нескольких дней. Однако вскоре после вмешательства сотрудников консульства Республики Таджикистан всем задержанным вернули документы и благополучно отправили на родину. Более подробно в комментарии помощника консула Республики Таджикистан в Республике Казахстан Равшана Бабахонова. Касимов Ибрагим, Разолов Дильшот, Халимов Шерали, Шарипов Абдунурулло. Проблема в том, что мы легко регулируем вопрос. Единственное, там был момент такой, что они не содержались, как это обычно держится в изоляторе СИЗО. Они содержались в квартире, в доме у какого-то там сотрудника миграционной службы. И когда я позвонил, мы в течение часа вопрос был урегулирован, и они были выпущены все. И они ночью, это в субботу ночью, они добрались благополучно в Душанбе, Таджикистан. Был такой момент, они обратились к нам именно по жалобе, что их насильно держат, заставляют работать. К сожалению, у меня фамилии нет, но мы адрес выяснили, мы сообщили сотрудникам РОВД Курмангазинского района, я сообщил об этом. Я имел беседу с начальником кадра данного отделения Бесингалиевым и с следователем данного РОВД. Далее коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. С 28 октября в регионах Таджикистана, кроме столицы, будет введен лимит на электроэнергию. По заявлению компании Баркиточик, сроки введения лимита зависят от погоды. В Таджикистане ежегодно в холодное время наводятся ограничения на электроэнергию, который обычно начинается с октября и продолжается до начала апреля. Ограничение не коснется ГБАО, жители которых почти круглосуточно обеспечивают светом компании Памир Энерджи. В Кыргызстане суд оставил без удовлетворения иск исключенных кандидатов из партии Атажурт Республика. Накануне кандидаты сообщили, что никакого заявления о выходе они не писали и подписи свои не ставили. Как они утверждают, ЦИК исключил их незаконно. Аналогичное заявление о восстановлении подали и 10 человек, выбывших из списка Анугу Прогресс. В общей сложности из списка претендентов на мандаты в 2 партиях выбыло более 90 человек. Нурсултан Назарбаев предупредил о наступлении настоящего кризиса. По словам президента, рост бюджета страны из-за падения цен на энергоносители снизился на 40%. Уменьшились цены и на другие основные виды экспортной продукции, включая черные и цветные металлы, уголь. При этом сельское хозяйство обеспечивает небольшой рост, а промышленные предприятия, в том числе в машиностроении, снизили свое производство. Назарбаев также подчеркнул, что наметившийся кризис будет более мощным, чем прежний. Узбекистан планирует начать поставки авто Raven со следующего года. В постсоветском пространстве данные машины являются недостаточно используемыми из-за отсутствия линейки бюджетного варианта, сообщают белорусские СМИ. На территории Республики Беларусь ранее не было продукции под данной маркой. Туркменский лидер вновь покорил сердца туркменцев, на этот раз своими патриотическими стихами «Вперед, только вперед, край родной, Туркменистан». Ислам Каримов назвал встречи глав государств СНГ оторванной от реальной действительности. В прессе появились подробности недавнего саммита СНГ в Казахстане. Детали из основной части встречи президентов, которая прошла за закрытыми дверьми, опубликовало Государственное информационное агентство УЗА. Статья о саммите в Астане, конечно же, сфокусирована на выступлении Ислама Каримова. В частности, глава Узбекистана в характерной ему резкой форме заявил, что с появлением на постсоветском пространстве других межгосударственных образований повестка дня заседаний Совета глав государств и других уставных органов СНГ
СНГ в подавляющем большинстве случаев носит общий рамочный характер. Внесенные в нее вопросы не имеют какого-либо отношения к ситуации, складывающейся сегодня на пространстве Содружества. По сути, они оторваны от реальной действительности. Президент Узбекистана привел в пример саму данную встречу, повестка дня которой чрезмерно отягощена малозначимыми вопросами по различным сферам многостороннего взаимодействия общего характера. Обращение, заявления, создание согласительных комиссий, информация об исполнении ранее принятых решений и так далее. Выход из сложившейся ситуации каждый из этих межгосударственных объединений СНГ и Евразийский союз должны иметь собственную повестку дня и программу действий, не подменять и не дублировать друг друга, говоря коротко, они должны дополнять друг друга, цитирует Каримова Уза. Вместе с тем, Каримов отметил востребованность и своевременность встречи глав государств СНГ с учетом нарастающей напряженности и быстро меняющейся обстановки в ближайшем и дальнем окружении, пишет Уза. Между тем, в Москве политологи как раз рассмотрели итоги минувшего саммита СНГ в Астане и обсудили вопросы, которые были затронуты лидерами государств Содружества. В отличие от узбекистанского лидера, мнения экспертов о роли СНГ существенно разнятся. Российские и казахстанские аналитики считают, что у данной организации имеется существенный ресурс, который должен быть использован, в частности в вопросе безопасности в Центральноазиатском регионе. По мнению экспертов, Афганистан больше не является буферной зоной для проникновения террористов на территорию стран постсоветского пространства. Как отметил военный эксперт Владимир Евсеев, тот факт, что внутриафганский конфликт переместился на север границам 3 подсоветских республик, должен заставить относиться страны Содружества ко всему происходящему очень серьезно. Кстати, как раз в связи с этим на саммите был предложен вариант взаимодействия как в военной сфере, так и правоохранительных структур, в первую очередь пограничных служб. Я полагаю, что сейчас мы подходим к тому периоду, который был в конце 90-х годов, когда талибы вышли на границу с Таджикистаном, и тогда российская дивизия на тот момент, сейчас ныне база, была вынуждена выставлять усиление границы. То есть вполне возможно, что придется пойти не просто на усиление пограничных служб, а придется развертывать в тылу пограничников воинские части. Такой же имел опыт, мы опыт уже такой имели, и придется, может быть, пойти на повторение такого рода событий. Очень печально, что некоторые государства в какой-то степени уклоняются от взаимодействия, потому что если одно из государств будет уклоняться, а оно имеет очень серьезные проблемы, в том числе среди представителями собственного государства, которые живут на территории соседнего Афганистана, то в этом случае совершенно очевидно, что эта угроза может войти и в состав этого государства. Самое страшное, что сейчас происходит в Северном Афганистане, это даже не наступление талибов, которое имелось, а это накапливание сил ряда террористических группировок, причем не только исламского государства, а и связанных с Аль-Каидой, для вторжения на постсоветские страны. По крайней мере, вот такую информацию недавно озвучили представители российского МИДа и Министерства обороны. В Северном Афганистане развернут ряд лагерей, часть из них русскоязычные. К этим лагерям были пробиты что-то вроде коридоров, связанных со снабжением боевиками, личной силой и так далее, из Северного Пакистана, откуда пакистанская армия вытеснила боевиков. Ну вот, мы знаем все о гражданской войне в Северном Пакистане, в Вазиристане и так далее. Так вот, произошло постепенное вытеснение боевиков из Северного Пакистана и возврат их в Северный Афганистан. Причем там были всякие геополитические игры вокруг этого, в которых, видимо, принимала участие, ну, возможно, по мнению ряда экспертов, пакистанская межведомственная разведка, потому что происходил даже переброс боевиков вертолетами без опознавательных знаков в Северный Афганистан. Это все официальная совершенно информация, кроме того, кто виноват в этом. Кто виноват, это уже гипотеза, так сказать, ряда экспертов. Значит, вот эта ситуация накапливания сил боевиков в этих лагерях, где они сидят и никого не трогают, в то время как Талибан ведет боевые действия, она свидетельствует о том, что вот эти боевики, конкретно связанные с Аль-Каидой и Исламским государством, а я напомню, что по оценкам нашего Министерства обороны в Афганистане северном, ну в целом в Афганистане скопилось порядка 2-3 тысяч боевиков, ассоциированных только с Исламским государством.
а еще с Аль-Каидой. Вот накапливание боевиков в этих лагерях, оно является одной из основных, собственно говоря, угроз для постсоветских стран. И, в общем, эта угроза была недавно озвучена на конференции по Афганистану, где присутствовали представители Минобороны и МИД России. Тем временем туркменские СМИ сообщают, что бои с талибами вблизи границы с Туркменистаном идут уже несколько дней. Нестабильная ситуация сложилась в последние дни в провинции Фарьяб на севере Афганистана, сообщает радио «Затлык». Ожесточенный бой между боевиками движения «Талибан» и правительственными силами за уезды Гармач и Кохистан идет уже третьи сутки. По данным радио, в провинции Фарьяб почти половину местного населения составляют этнические туркмены. По словам главы законодательного собрания провинции Саида Абдулбакы Хашими, особое беспокойство вызывает ситуация вокруг уезда Кохистан, куда афганским силам безопасности добраться пока не удается. Вся тяжесть борьбы с боевиками легла на плечи бойцов отряда ополчения Арбеки, сказал он. 10 из 14 уездов провинции Фарьяб непосредственно граничат с Туркменистаном. До этого боевики атаковали центр провинции, город Маймана, и заняли уезды Гуристван и Паштункот. Серьезная угроза нависла над уездом Гармач, селение которого один за другим переходит под контроль экстремистов и иностранных наемников. Они контролируют участок туркмено-афганской границы от Баламургаба до уезда Давлетабад. Это должно обеспокоить власти Туркменистана, потому что экстремисты ставят своей целью проникновение в страны Центральной Азии и дестабилизацию ситуации в Туркменистане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, сказал Хашими. Он подтвердил участие выходцев из стран Центральной Азии и Чечни в боевых действиях в провинции Фарьяб. Они, по его словам, воюют на стороне террористических группировок исламское движение Узбекистана Джундула. О том, что в пятницу ночью уезд Гармач провинции Фарьяб подвергся крупному нападению боевиков движения «Талибан», сообщает и портал Afghanistan.ru. Около 2000 повстанцев провели в уезде серию атак, однако афганским силам безопасности удалось отразить их нападение. В ходе боевых действий были убиты 18 боевиков. Сообщается, что обе стороны использовали тяжелое вооружение. Это были актуальные новости Центральной Азии. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.